Здравствуйте. Я сегодня вам расскажу о традиционном конском седле народа Саха. И в ходе изложения хочу, чтобы вы обратили внимание на переднюю луку конского седла, так как якутская передняя лука седла, она отличается от других. Василий Васильевич Попов родился 5 января 1953 года. В 1979 закончил историческое отделение историко-филологического факультета Якутского госуниверситета. С 2004 года Василий Васильевич работает в Якутском музее имени Емельяна Ярославского заведующим отделом археологии и этнографии. Он отличник культуры, ветеран труда Республики Саха. Василий Васильевич Попов внес значительный вклад в палеоэтнографию и этническую историю якутов позднего Средневековья, 15-18 века. В 2004-2005 годах провел археологические раскопки на основании открытого листа, выданного Институтом археологии РАН в Таттинском и Чурапчинском улусах Республики Саха. 2004 года ежегодно участвует в работе Саха-французской археолого-этнографической экспедиции на территории Якутии. В ходе 20-летних археологических изысканий и разведки Поповым открыты погребения кулун-атахской культуры 15-16 веков, найдены ранее неизвестные погребальные традиции и обряды, внутримогильные конструкции, обряды очищения огнем, приемы бальзамирования, обряды каннибализма. В ходе экспедиционных работ Музей археологии и этнографии СВФУ, а также Якутский музей имени Ярославского обогатились уникальными этнографическими предметами и фотоматериалами. Он участник многих международных и всероссийских конференций в Тулузе во Франции, Монголии, Якутске, Кызыле, Красноярске, Горно-Алтайске. Василий Васильевич Попов – автор более 80 статей в республиканских, всероссийских и международных изданиях. Он автор 4 коллективных монографий по палеоэтнографии якутов и одного научно-популярного издания. В республиканских средствах массовой информации им регулярно проводится просветительская работа по освещению реконструкции традиционной якутской культуры, где он показывает перечень новых определений, толкований о назначении палеоэтнографических предметов на основе новых археологических находок. Он неоднократный участник в качестве эксперта на региональной научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее», конференции и краеведческих экспедиций НОЦ Академии наук Республики Саха-Якутия. За многолетний труд, научно-исследовательскую работу, широкую просветительскую деятельность, большой вклад в развитие краеведения музея имеет различные награды, в частности, почетный знак «Отличник культуры Республики Саха». Он обладатель премии главы республики, номинации «Лучший музейный сотрудник», награжден юбилейным знаком 380-летия города Якутска. Он обладатель премии краеведа-музееведа и заслуженного работника культуры России и Якутии СИЗЫХ в номинации «Лучший экспонат года». Обладатель диплома и денежного сертификата за первое место в Республиканском музейном биеннале, посвященной столетию Вилюйского краеведческого музея имени Староватова. Награжден различными грамотами государственных ведомств и министерств Республики Саха-Якутия. В некоторых музеях, краеведческих музеях Республики Саха-Якутия и в некоторых музеях за пределами Якутии в фондах хранятся якутские конские седла 2 видов. Вот перед вами конское седло, считается, это мужское конское седло с округлой лукой и даже вот навершием в виде ручки. И женское седло с высокой лукой трапециевидной формы. Такие седла из фондов
музея время от времени выставляются на различных выставках, а народные мастера делают копии седла и участвуют в различных конкурсах. Например, вот это седло с округлой лукой сделал мастер Прокопьев Анисим Григорьевич. Участвовал в различных конкурсах и занимал призовые места. Вот. Мне хотелось бы, чтобы сотрудники музея, когда выставляют подобные седла, должны на этикетке указать время пользования, распространения подобных конского седла. Потому что посетители, они видят, и даже некоторые убеждаются, наверное, что подобные седла у саха практиковались издревле, что не соответствует ранней исторической действительности. Археологические материалы, в частности, раскопки погребений позднего Средневековья, показывают, что традиционное якутское седло имеет прямоугольную форму верхней части, и деления на мужское и женское не было. То есть гендерное различие не отмечается. Вот, например, 1930-40-е годы, в прошлом, 1930-40-е годы сотрудники Якутского краеведческого музея проводили археологические раскопки известных личностей саха 17-18 веков. Иван Дмитриевич Константинов в статье «Археологические раскопки музея», сборник научных статей, в 1955 году пишет, буквально зачитывая, чтобы убедительно было. Читаем. Якутские седла, обнаруженные в могилах 18 столетия, в отличие от седел последующего времени, значит, 19 века, да, делались небольшие четырехугольные. Вот, такой вывод они сделали. 1970-е годы, 60-е годы, кандидат исторических наук, позже археолог, этнограф Иван Васильевич Константинов археологическими методами исследовал якутское погребение XVIII века. В монографии «Материальная культура якутов XVIII века» Иван Васильевич Константинов про конское седло отмечает следующее. Передние луки у всех, обратите внимание, у всех, и в женском погребении, и в мужском погребении, высокие, прямоугольные. Опять повторяет Анатолий Игнатьевич Гоголев, 1970-е, 80-е, 90-е годы исследовал погребения 17-18 веков. И он согласен с выводами Ивана Васильевича Константинова, но они за всю археологическую практику нашли только 2 седла с округленной лукой. Обратите внимание, всего 2 седла. И на этом основании он делает вывод. Вот, буквально зачитаю. По всей вероятности, на рубеже 18-19 веков, обратите внимание, 18-19, форма передней луки якутских седел приобретает округлость. Видите, вот. На определенном историческом этапе появляется вот седло с округлой лукой. В наши дни археологические раскопки дохристианских и якутских погребений проводят научные сотрудники института сектора археологии
Института гуманитарных исследований. В археологической практике еще не найдено, не обнаружено седло с округлой лукой. 2004 года по 2019 год на территории Якутии работала Саха-французская археолого-этнографическая экспедиция. Раскопки проводились на территории Центральной Якутии, в Вилюйском регионе, в частности, Сунтарском улусе, Нюрбинском улусе, на севере Верхоянском улусе, на востоке Амиконском улусе, на юге Алекминском улусе. И мы ни разу исследовано более 200 погребений. Я 15 лет участвовал в работе этой экспедиции, и ни разу не было нами найдено седло с округлой, где передняя лука имеет округлую форму. Даже в Алекминском улусе мы находили седла с прямоугольной лукой. Почему я подчеркиваю Алекминском? Да это же проходной двор с древних времен для пришлых племен с юга. И то там отмечается село с прямоугольной лукой. Материалы, артефакты Ивана Дмитриевича Новгородова. Вот такие они седла находят. Поэтому и вывод делают. Вот Иван Васильевич Константинов, вот седло тоже с прямоугольной лукой. Обратите внимание на растительный узор. Это уже не якутский орнамент. И вот даже тут барсы, эти львы, сцены из охоты, даже тут корабль, даже всякие там сцены охоты и так далее. Уже влияние другой культуры прослеживается. Вот в археологической раскопке в Саха-французской экспедиции мы находим седло в погребениях 15 века. Но, к сожалению, они фрагментарны, поэтому могут спорить. А вот погребение по радиоуглеродному анализу датируется 16 веком. Под голову положено седло. Вот оно у нас, местности Тимир-Бапыт. Видите, делается из капа березы, без медного покрытия, без орнаментального узора. Вот обратите внимание, они низкие, да, прямоугольной формы. А вот это седло найдено погребение 17 века уже. Татинский улус, местность Улахан-Алас, из капа березы. Вот в конце 17 века уже появляется вот уже передняя лука седла покрывается пластиной, медными пластинами. В частности, перед вами серебряная пластина луки седла родоначальника Болтонина Никона Болтона, Черептинский улус. Вот здесь вот традиционный орнаментальный узор отмечаю. Это геометрический орнамент. Это прямые линии, это имитация витого шнурка, это круги, это зигзаги, это ячейка сети. А вот тут уже прослеживается влияние другой культуры, уже растительный орнамент, но единичный, потому что только начинает входить этот только начинает перенять. Следующая пластина. У женского погребения найдена аналога. Вот тут вот растительные орнаменты и других внесений нет. Традиционный геометрический орнамент преобладает. Ячейки сети, линии, имитация витого шнурка. Вот. Еще раз обратите внимание на якутское традиционное седло. Оно отличается формой лука. Вот еще отличительный признак. Вот эти тонкие деревянные пластины. Они выполняют роль амортизации. Еще обратите внимание.
Вот седла, видите, вот в мужском и женском погребении встречаются однотипные седла. Значит, гендерного деления в поздние века не было. Когда же появились у саха седла с округлой передней лукой, отвечаем следующее. В 1632 году отряд казаков во главе Петра Бекетова подчинил племена Центральной Якутии под власть русского царя Михаила Федоровича. И якуты платили ясак. Ясак – это налог, с одной стороны, другой знак – это знак подчинения, признания власти. И одним из первых занятий русских казаков это было, стали научить саха запрягать коня. Ранее якуты саха, значит, предпочитали верховую езду на коне, так? Или на вьюке перетаскивали грузы. Тяжелые грузы, для перевозки тяжелых грузов они запрягали быка. Бычья упряжь была. Ну, точнее, это монгольское влияние, наверное. Так. В предании сказывается, что в 17 веке русский казак Василий Готовцев намеренно поселился на территории князя Бадона, это ныне Усалданский улус. Знаете, какой цели? Зачитываю. Легенда рассказывает. Василий Готовцев стал запрягать якутского коня зимой в сани, летом в телегу. От него-то якуты научились использовать коня в запряжке и сами, по его примеру, стали делать сани, телеги, дуги, сиделки и другое. Вот видите, вот, в 17 веке. Вот. Ну, я не могу представить русского казака без коня, без конского упряжи, без конского сбруи. Вот перед вами опять обращаю на ваше седло. Это скорее седло казака. Видите, вот навершие в виде ручки. Это для высокорослых коней делается. Центральной России. Высота якутской лошади, они низкорослые. Вот, например, пример зачитываю. Михаила Федоровича Габышева. В 1957 году он сделал. Вот, например, в Верхоянском районе высота в холке 1,31 сантиметр. В Татинском районе 127 сантиметров. В Сунтарском районе 129 сантиметров. Видите вот? Поэтому якутские традиционно седлах вот такие вот ручки не делаются, потому что надобности нет. Они же низкорослые. 1720-х годов, начиная с экспедиции Витуса Беринга, якутские улусы поставляли для несколько тысяч лошадей с проводниками для перевозки грузов и продовольствия различных экспедиций Российской империи по освоению Дальнего Востока и Северной Америки. По подсчетам доктора исторических наук Георгия Прокопьевича Пашарина, он даже посчитал тут, с 1736 года по 1785 году с отрывом 11 лет, начиная с 1796 по 1830 годы, было привлечено
373 806 коней. Ну, грубо делим на 100 лет, получается гнев у нас 3700, ну, около 4000 лошадей набирают, так? И сколько мужчин саха будут обслуживать? Минимум 1000. И представьте себе, 1000 саха за столетие, это значит 100 000 мужчин за столетие, да? Во время перевозки груза приобретают навыки, умения, даже совершенствуют эти навыки и умения. А еще они делают сами эти русскую конскую упряжь. Вот. И поэтому на 4 месяца они выезжали на перевозку грузов. И представьте себе, эти предметы конской упряжи, седла, хомут, седелка, шлея, узда и так далее, они становятся повседневным предметом, обыденным предметом. Поэтому, естественно, ничего сложного нет, что саха-якут, саха-мужчина пересел на конское седло с округлой лукой. Другой ответ. Как вы думаете, кто первым из саха принял христианство, одел русскую одежду, приобрел привозные товары? Ну, якутская знать. Вот поэтому в седлах отмечается иногда и год выбивания этих пластин, или в год, когда они это сделали, это седло. Но обязательно бывает и фамилия, имя владельца. Понимаете? Вот. И в этих вот на пластинах, на серебряном, на медных пластинах повторяется растительный узор, во-первых. Во-вторых, и всякие единороги появляются, львы, барсы. Ну, посмотрите, вы были кто-нибудь в Москве, в оружейной палате в Кремле? Вы визуально там увидите конские седла 16-17 веков. Вы там увидите растительные орнаменты, вы там увидите единороги, барсы, львы на этих пластинах седла. Но я чувствую, что начну спорить о влиянии тюркской культуры на русское конское седло. Но я спорить не буду, потому что это было ранним средневековье, понимаете? А я же перевожу пример с 18 века. Это уже обратное влияние. Это уже Российская империя. На всей территории Российской империи господствовала русская цивилизация, русская культура, через русскую культуру, западноевропейская культура. Я же в 18 веке говорю о нем, о раннем средневековье, так что о влиянии русской тюркской культуры пока не стоит говорить. В Российской империи господствовала одна культура. Культура иноземцев играла незначительную роль на бытовом уровне. Так что в заключение я еще раз хочу акцентировать внимание слушателей на то, что в конце XVIII века, особенно в XIX веке, до XX века у саха было два вида седла, да? Мужское седло округлой формы и женское седло трапециидное. Вот это и есть традиционное якутское седло, которое, который изменилось на форму трапеции. А между прочим, искусствоведы, может, правы, отмечают, что трапеция – это женский элемент. Поэтому ничего удивительного нет, что прямоугольная форма приобретает трапециидный вид. Это естественно. Вот. И 19 век, конечно, 18 век и 19 век – это новый период времени, это новая история, это новые производственно-хозяйственные, социальные, культурные отношения.
жизнь, она другая. Она совершенно отличается от средневековья, поэтому это путать не надо. Раз если мы хотим восстановить традиционное якутское село, значит мы не должны копировать смешанную культуру. Мы должны более-менее чисто сохраненную культуру изучать. А это позднее средневековье. Так что народные мастера пора уже ликвидировать незнание по якутской палеоэтнографии, посещать фонды Якутского музея, музея археологии и этнографии Северо-Восточного федерального университета. Там все найденные седла, их уже 50 наберется. Но, видимо, трудоемкая работа для народных мастеров. Они же в основном, как видите, это седла позднее средневековье, фрагментарные же, да? А вот седла 19 века, они с целости сохранности, поэтому им, видимо, легче копировать. Но, тем не менее, еще раз повторяю, надо поработать в фондах музея. Каждый народ должен показать собственное «я», в том числе в отношении конского седла. Наше конское седло отличается формой лука и другими признаками. И это надо показывать. На этом я заканчиваю свое изложение. Благодарю тех, кто внимательно слушал. Будьте здоровы. До скорой встречи на YouTube-канале.